Поэтому мы очень спокойно, тихо, без паники, в рамках законов работаем в этом направлении. Конечно, ситуация в арабском мире повлияла и на внутреннюю ситуацию в Центральной Азии, в частности в тех государствах, которые имеют схожую ситуацию. Ну, мы все знаем, что везде одни и те же проблемы: безработица, коррупция, отсутствие равных возможностей, отсутствие полной свободы, в том числе религиозной. Но нас иногда удивляет, мы действительно не понимаем логику. Еще можно понять те государства, которые, имея достаточные ресурсы для того, чтобы обеспечить минимальный уровень жизни, взамен потребовать от населения, скажем так, особо не требовать больших свобод, хотя опыт Ливии показал, что, имея огромные запасы нефти и достаточно много денег, это еще не панацея, это еще не гарант стабильности. Но я не понимаю ситуацию, когда такие государства, как наш Таджикистан, не имеют таких больших ресурсов и очень много социально-экономических проблем. Тем не менее, народ еще ощущает политическое давление, или власть старается как бы еще ограничить и религиозную свободу, и политическую свободу. Вот это действительно нас немножко настораживает, и тут мы не чувствуем вот эту логику. Она должна быть какой-то, вот, любое действие должно быть логичным и должно иметь какое-то объяснение. Партия старается объяснить, указать на недостатки и в то же время критиковать, если есть за что критиковать. Конечно, мы понимаем, что народ иногда достаточно требует от нас достаточно радикальных действий, большей критики. Нас критикуют за то, что мы мало критикуем. Насколько это справедливо, не мне судят, но, наверное, и электорат имеет право. Но на нас лежит ответственность не только как оппозиционная политическая партия, но на нас лежит ответственность и за мир, стабильность. Мы подписали мирное соглашение, мы были верны всем пунктам общего соглашения, и я вас заверяю, что партия она будет верна, вот, пока есть нынешнее руководство партии, и ситуация позволяет нам остаться в рамках общего соглашения. И очень надеемся, что и власть, и другие политические субъекты, они поддержат нас в этом направлении и сделают все для того, чтобы вот тот мир и стабильность, которого мы достигли после 1997 года, оно будет сохраняться в Таджикистане. Я не вижу особых причин повторения арабской весны, хотя опять повторюсь, что факторы они похожи, причины те же, но ситуация немножко другая. Во-первых, у нас в Таджикистане была гражданская война, народ боится всех митингов, шествий, и народ требует минимального. Ожидания от властей самые минимальные. Если бы в любом другом государстве в 6 месяцев не было электричества и газа, то это привело бы к большим катаклизмам. Но только не в Таджикистане. Народ, который пережил гражданскую войну, для него отсутствие света, отсутствие электричества или газа, это по сравнению с гражданской войной, по сравнению с того, что человек с оружием может появиться в любое время, как с этой стороны, так и с другой стороны, это ничего. Поэтому я думаю, что Таджикистану не грозит новый конфликт, революции, но также я иногда остерегаю наших политиков о том, что не стоит как бы делать на этот акцент, потому что поколения меняются,
Сейчас растет новое поколение, которое помнит гражданскую войну по книжкам, по материалам, они не почувствовали на себя ужасы, все ужасы гражданской войны. И ситуация может меняться в любой момент. И мы все окажемся перед фактом. Поэтому, чтобы не допустить такой ситуации, мы всегда требуем от властей немедленно начинать реформы. И прежде всего эта реформа, мы должны убедить властей, у нас еще другая задача, как убедить властей, чтобы эти реформы, они идут на пользу прежде всего им, властям, а не кому-либо другому. То есть любая реформа, которую они начнут сегодня, это выигрыш прежде всего для самой власти. И любой день, который они пропускают, возможно, обернется когда-то это месяцами или годами. Поэтому вот наше требование, как бы быстрее начинать эти реформы, они пока возможно, где-то обсуждаются, но мы не видим реальных конкретных шагов, что нас немножко и беспокоит. И как мы видим роль и место Таджикистана в регионе и во взаимоотношениях с другими государствами, то, что сейчас происходит у нас в регионе, нас, конечно, не устраивает. Наша партия считает, что взаимоотношения государств Центральной Азии могли бы быть лучше, и они должны быть лучшими. То, что у нас много барьеров и таможенного характера, и на границе заминированы все возможные методами, это, конечно, нас не устраивает. Но я должен сказать, что да, мы оппозиционная партия, мы критикуем свою власть, но есть моменты, которые тут уже не играют никакую роль. Ты в оппозиции или во власти, мы должны сказать правду. По многим вопросам, касающимся взаимоотношений Таджикистана с нашими соседями, виноват не Таджикистан. Я это говорю не потому, что я таджик, таджикистанец. Опять повторюсь, что я критикую очень много и наших властей, что касается внешней политики. Но если взять все моменты, по которым мы расходимся с нашими соседями, поверьте, ни в одном из этих моментов Таджикистан не является инициатором этих проблем. Правда, мы критиковали, и сейчас критикуем нашу власть за то, что, возможно, по Рагуну мы немножко так перестарались, превратил этот чисто национальный экономический проект в политический проект. Кое-кто хотел зарабатывать на эти очки, превратил рагунский проект в политическое шоу. Но это было сделано в преддверии парламентских выборов, то наши соседи должны были относиться именно к этому моменту как временное явление и не давать этому особое значение. Но почему-то многие в регионе поверили, скажем, в эти наши лозунги больше, чем сами таджикистанцы. Это обычный экономический проект, который таджики или Таджикистан должен построить. Сейчас ситуация такова, что этот проект уже превратился в национальную идею. Это не вопрос сейчас Эмомали Рахмона или правительства Таджикистана или оппозиции. Хотели мы того или нет, этот проект превратился в национальную идею. И так что мы надеемся, рассчитываем на то, что наши соседи, вообще все, кто занимается этими вопросами, они исходят именно из такого понимания вопроса. В целом, мы думаем, что нынешняя ситуация в Центральной Азии – это результат того, что мы имеем везде авторитарный режим. Власть Центральной Азии не зависит от воли народов, от электората. Я не думаю, что узбеки, таджики, туркмены хотят жить при визовом режиме. Я не уверен, что узбекские дехкани не хотят продавать свою продукцию у нас на рынке, или наоборот, наши дехкани не хотят свое яблоко знаменитое в Ашхабаде или в Ташкенте. Но почему этого они не могут делать? Потому что кому-то это не нравится. Наверное, в Европе тоже очень многие политики хотели жить, закрывая свои границы, но поскольку они зависят от воли граждан, а граждане везде хотят открыть их
границ свободного перемещения, они вынуждены подчиниться воле своих граждан. А в Центральной Азии пока никто не подчиняется воле граждан, и поэтому пока ситуация находится в таком положении, я не думаю, что у нас будут какие-то продвижения в этом плане. Но с другой стороны, продолжение этой ситуации, она чревата опасностями. Потому что Центральная Азия в ближайшем будущем, конечно, если не учитывать Северную Корею, Кубу или пару таких государств, как регион, единый целый регион может остаться таким музеем на открытом воздухе, музей авторитарных режимов. Вот, пожалуйста, кто хочет посмотреть, как выглядит авторитарный режим, потому что больше такого нет. Как регион может посетить Центральную Азию. И, я не знаю, мировое сообщество, оно заинтересовано в том, чтобы иметь такой музей и сохранить его нетронутым. Или все-таки это может постепенно превращаться в очаг нестабильности. Думаю и надеюсь, что мировое сообщество и наши друзья, я имею в виду друзья Центральной Азии, они понимают, что мир меняется, в том числе и народы этих государств заслуживают и имеют право жить в более развитых демократических и свободных государств. Ну, я думаю, что для введения или для начала этого достаточно, и не буду больше занимать ваше времени. Если будут вопросы, постараюсь на них ответить, но, честно говоря, я сюда приехал не только поделиться моими взглядами, но и услышать мнение экспертов, которых я очень уважаю. Здесь в зале сидят очень знаменитые эксперты. Очень хотелось бы услышать также мнение наших уважаемых экспертов. Спасибо. Спасибо большое, Мухиддин, за ваш, по-моему, очень интересный, не знаю, доклад, сообщение. Я всех потом увижу. И я бы еще подчеркнул, знаете, у нас все-таки выступает много народу, но, наверное, вот ваше выступление одно из самых образных было. Тут как раз, что очень приятно. Ну и теперь самый тяжелый момент – это переход к вопросам. Я прошу всех представляться. Я никого не обижу. Пожалуйста. Да, благодарю вас. Это вопрос только учти, а не комментарий. Просто вопрос. А комментарий будет потом. Можно? Неудобно? Ради Бога. Удобные вопросы мне, а не удобные Алексею. Хорошо. Ну, господин Кабир, я все-таки начну с короткого комментария. Огромное вам спасибо, что вы сочли возможным в такой день выступить перед нами и за ту манеру, в которой вы нам донесли свое послание. У меня действительно два неудобных вопроса, но я все-таки их задам вам, потому что вряд ли кто-то другой на них сможет так ответить. Первый о природе вашего конфликта. Ну, мы, конечно, знаем, что вы пережили трагедию, гражданскую войну, но я хотел бы вас попросил подумать и сравнить на такую тему. Мы знаем 5 такого рода конфликтов на постсоветском пространстве. Ваш, Нагорно-Карабахский, Южно-Осетинский, Абхазский и Приднестровский. И при этом ваш конфликт худо, бедно, плохо, но оказался разрешенным. У вас была гражданская война, но сейчас у вас единое государство. Я его задам. Вот, единое государство, и вы как-то в нем живете. А вот из оставшихся 4, 3, по-моему, неразрешимы, кроме Приднестровского. Вот с этим связан мой первый вопрос, что, возможно, в постсоветском мире, он звучит так немножко страшновато, есть вещи, которые хуже, чем гражданская война. Вот те конфликты, которые достались другим государствам. Я их 3 назвал. И второй. Я не являюсь никаким специалистом ни по Таджикистану, ни по Средней Азии, а в основном занимался Западной Европой и Соединенными Штатами Америки. В связи с этим у меня такой вопрос. По всей манере изложения
вы выглядите как такой законченный политик европейского типа. Вот с моей точки зрения, мне кажется, что это не очень выигрышные характеристики для политиков в вашей стране и в вашем регионе. То есть вы предлагаете мне уходить в отставку или как? Нет, я просто предлагаю вам подумать. Так, мне отвечать или... Конечно, отвечайте сам, причем, я бы сказал, коротко и ясно. Вот не так, как долго задавался вопрос. Я не конфликтолог, не знаю о природе нашего конфликта, но я знаю, что этот конфликт был, наверное, имел какие-то внутренние, были факторы, которые привели к этому конфликту, но здесь больше сыграла свою роль именно внешние факторы, потому что Таджикистан не имел тогда достаточного оружия для того, чтобы убить или были убиты более 100 тысяч человек. А потом появилось очень много оружия внезапно, и появились самолеты и танки, и оно потом в последнее время превратилось уже как бы... Там накопилось очень потом много оружия. Вот это говорит о том, что действительно и с юга, и с других сторон было очень много подпиток к этому конфликту. А как этот конфликт был разрешен, я думаю, что потому что оно появилось внезапно. И наш мир как-то был тоже очень... До сих пор мы думаем, а вообще, почему нам удалось примириться. Кстати, недавно в Женеве, когда был обсужден возможное примирение в Сирии, и меня попросили, может быть, я буду участвовать как тренер для подготовки переговорщиков, если можно так выразиться, с обоих сторон. Я сказал, что вряд ли я подхожу к этой роли, но, возможно, я буду участвовать и поделиться опытом, как подписать мирное соглашение, чтобы потом через 10-15 лет, как мы сейчас находимся в этой ситуации, не сказать, что вот здесь мы не доработали, нас обманули, мы могли бы подписать лучше. В этом плане, да, у нас есть опыт, но я думаю, что именно благодаря двух лидеров, Эмомали Рахмона и покойного Саида Абдулла Нури, мы добились мира. Вот эти две личности, они сыграли ключевую роль. Как кто-то сказал, что конфликты везде одинаковые, власть везде одинакова, но найти такую оппозицию, как таджикскую, вряд ли удастся где-либо в другом месте. Вот. Когда мы подписали мирное соглашение, это была другая ситуация. Сейчас, если бы кто-то мог сказать тогда, что вот через 10 лет у вас будет запрет на ношение хиджаба, на ношение бороды, до 18 лет ваши дети не будут посещать мечеть и тому подобное, вряд ли мы добились бы мира и стабильности. Но через 10-15 лет у нас немножко другая ситуация. Тем не менее, оппозиция, таджикская оппозиция, она как бы терпит все это. Я думаю, что именно благодаря той политической школе, которую мы унаследовали от бывших лидеров, в том числе и покойного Устод Нури. А что может быть хуже гражданской войны? Только гражданская война. Я думаю, что хуже не бывает. И что касается, как я выгляжу, кстати, многие думают, что я такой же фундаменталист, но в европейском костюме. Многие в Таджикистане так думают. Может, они имеют право на такое мнение. Многие думают, что я случайно попал в эту партию, потому что я вовсе не подхожу к этой роли. Но я думаю, что я попал в точку, потому что я этого хотел, я этого хочу. Я хочу помочь своей стране именно в этой роли. Я не думаю, что если я ухожу в отставку, ситуация будет хуже. Но боюсь, что кто придет после меня, он будет учитывать того, что такой человек более, скажем так, я не знаю, я не согласен с таким термином реформированного ислама или модернизированного ислама. Для меня ислам един, он есть или нет. Но с таким подходом вряд ли будет, потому что очень много давлений, слева-справа, очень много.
меня критикуют справа власти, потому что я тоже критикую их, и иногда достаточно жестко. Ну и также меня критикует мой электорат за то, что я достаточно лояльно отношусь к некоторым проблемам. Так что я не знаю, честно. У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Спасибо, Мухиддин. Виктор, я тебе могу приоткрыть маленькую тайну. Халат, в котором пришел Мухиддин, висит у меня в кабинете. Я имел в виду шкалу. А что, тогда фраг? А чалму я оставил в метро. Так что- Так, пожалуйста. Манеру. Нет, Олег. Профессор военного университета Кулаков Олег Вячеславович. В связи с тем, что... Да, большое спасибо вам за вашу презентацию. И у меня сразу два конкретных вопроса. Скажите, пожалуйста, если учесть то обстоятельство, что в Афганистане ожидается очередной виток гражданской войны, вам, как лидеру партии, придется себя каким-то образом позиционировать в этих условиях. Готовы ли вы каким-то образом налаживать контакты или входить в контакты с талибами? При этом я хотел бы разделить в вопросе пакистанских талибов и афганских талибов отдельно. И с кем из афганской оппозиции вы готовы вести деловые переговоры или поддерживать контакты? При этом, чтобы вы не смогли нас увести от истины, мне бы хотелось отделить именно пуштунская позиция, не национальных меньшинств, а пуштунская позиция. И последний вопрос. До каких пределов вы готовы сотрудничать с Ираном в вопросе по Афганистану? Спасибо. Спасибо большое. Нет, мы не готовы, да и не собираемся наладить какие-то контакты с талибами до тех пор, пока они не будут представлять официально афганское правительство. И у нас не было никаких контактов с ними. Правда, во время гражданской войны таджикская оппозиция вынуждена была иметь контакты со всеми политическими силами в Афганистане, в том числе последние годы нашего пребывания в Афганистане, наших мигрантов, приходилось к тем годам, когда талибы уже начали, почти контролировали всю Афганистан. Мы вынуждены были иметь дело с властями, которые были в Афганистане. А мы имели хорошие контакты с покойным Ахмадшахом Масудом, с Бурханиддином Раббани, и сейчас имеем хорошие контакты именно с Северным альянсом и с этими группами, не только потому, что они в большинстве, они таджики, или имеют таджикские корни, но потому что, на наш взгляд, это наиболее та умеренная сила, которая представляет ислам, Афганистан, с которыми мы могли бы хорошо сотрудничать. Кстати, они недавно были у нас в гостях, присутствовали на нашем съезде. Что касается сотрудничества с Ираном по поводу Афганистана, я пока не вижу таких возможностей. Да, мы хорошо сотрудничаем с Ираном, это Исламская республика, а мы Исламская партия. Было бы неестественно не сотрудничать с Ираном. Но мы все понимаем, что где Иран, где Таджикистан, мы сотрудничаем со всеми государствами, которые дружат с Таджикистаном. И это, думаю, что нормально. Но что касается по поводу Афганистана, тут, знаете, вот это правительство, оно сотрудничает с правительством, не с политической партией по поводу Афганистана. Таджикистан сотрудничает с Ираном, но не исламская партия сотрудничает с Ираном по поводу Афганистана. Это не тот формат, где мы могли бы сотрудничать с Ираном по поводу Афганистана. Я так понимаю ситуацию. Спасибо. Вот там была... Да, Мухиддин, редактор «Ферганару» Даниил Кислов. Ахо Мухиддин, очень благодарю вас за ваше выступление и примите еще раз самые глубокие. У меня два конкретных вопроса по поводу вашей практической деятельности. Какова ваша позиция по поводу кампании против, так скажем, народного ислама, против мечетей, которые были
блокированы, закрыты мечети под видом того, что у них не было лицензии. Эта кампания длилась весь прошлый год. И второй вопрос. Имеете ли вы возможность выступать на телеэкранах или на каких-то других массовых площадках, каких-то разных газетах и так далее? Вы как лидер реально оппозиционной партии. Пускают ли вас на телевидении? Спасибо. Почему власть именно в данной ситуации действует таким образом, когда народ и так мучается с социально-экономическими проблемами, еще вдобавок у нас появились ограничения в деятельности в мечетях, медресе и вообще религиозной жизни. Я недавно сказал в своей публикации, что нам кажется, что кто-то целенаправленно работает против господина Рахмона. Иначе объяснить ситуацию невозможно. Вот мы тоже, этот вопрос для нас тоже очень важный. Мы думаем, ищем ответ, почему так. Вроде бы ислам в Центральной Азии и в Таджикистане в частности, оно известно своей толерантностью, благосклонностью к сотрудничеству с властями. Исторически у нас была такая ситуация. Религия, она всегда сотрудничала с властями. Действительно мы это не понимаем, но возможно здесь, поскольку мы единственная исламская партия и самая мощная оппозиционная партия, многие видят в народном исламе вообще в росте религиозного самосознания некую социальную базу для нашей партии. И чтобы не допустить росту или развитию этой базы, кто-то решил ограничить религиозную жизнь. Я думаю, что это неверный подход. Оно приведет как раз не к росту вообще религиозного мышления или самосознания, а, к сожалению, к росту радикализма и экстремизма. Вот это действительно опасно. Что касается телевидения, недавно мой покойный коллега, который был 5 лет в предыдущем созыве, сидел рядом со мной, потом последние 2 года он пересел в другое место в парламенте, и он потом сказал, что хорошо, что я пересел в другое место, иногда меня показывают по телевидению, когда общую картину показывает, когда идет заседание парламента, а то, говорит, дома спрашивают, а вообще ты был сегодня на заседании парламента или нет? Почему тебя не показывают? Он говорит, что хорошо, что я пересел в другое место, и вот теперь несколько раз меня показали. Да, как депутат я уже 7 лет работаю, и ни разу я не выступил по телевидению как депутат. Вообще не показали, о чем я говорю и какие вопросы мы поднимаем. Я иногда говорю, что таджикский электорат, вообще наши избиратели, хорошо знают Зюганова, Жириновского, еще менее популярных политиков. Но если вы попросите нашего избирателя назвать хотя бы 5 депутатов парламента, вряд ли вы получите полный ответ. Потому что с этим пока у нас такая ситуация. Но хоть есть свободные средства массовой информации, это достаточный канал для того, чтобы мы имели возможность общаться с народом, с избирателями. В том числе у нас есть своя газета, вообще это не газета ежедневная, это у нас еженедельные газеты все, есть журнал ежемесячный, и хорошо сотрудничаем с независимыми средствами массовой информации. Спасибо. Спасибо. Мы понимаем, как вам всем тяжело выступать, действительно, примите наши соболезнования. Я хочу вопрос задать в развитии вопроса, который задал Даниил Кислов. Сегодня, буквально сегодня утром, стало известно, что суд таджикский принял решение на закрытие мечети Мухаммадия, семейной мечети, это Раджам Задан в Кафарнихоне. Это очень, на мой взгляд, серьезное и знаковое событие, которое подтверждает то, что вы сейчас говорите. Те, кто знает, рассказывать им не надо, что означает это событие, что означает эта мечеть для большей части таджиков в этой зоне. Как вы думаете, у вашей партии есть какой-то ресурс, влияние с тем, чтобы каким-то образом повлиять на тех, кто, вы говорите, подставляет Рахмона?
То есть, ну, это, в общем, достаточно известная позиция, что кто-то представляет наших лидеров, они сами ни в чем не замешаны, да? Тем не менее. Спасибо, Аркадий. Удобная позиция. Вот у нас Карол хороший, а Свита она. Это очень удобная позиция. Но в данном случае, знаете, я действительно так думаю. И надеюсь, что кто-то решил действовать так, но дали неправильную информацию Рахмону, потому что слишком вот так просто против себя работать, это нельзя до такой степени. Закрыть мечеть, у меня нет сейчас, вот эта информация я получил только у вас сейчас. Я знаю, что идет суд по этой мечети, но речь не идет о закрытии мечети как таковой, речь идет о чтобы меняли статус этой мечети, превратить из пятничной мечети в пятикратную мечеть, которая ниже статусом. Конечно, с условием того, что никто из этих трех братьев, Тураджон-Зудан, не будут имамами. Все знают, что этот мечеть был построен при непосредственных вкладах, да и, может быть, на средства этой семьи. Это очень известный мечеть. Люди пришли туда со всей страны, причем из всех регионов, специально на то, чтобы слушать речь, особенно от старшего брата Ишони Нуриддина. И, честно говоря, это впервые в истории Таджикистана, когда судят мечеть или судят религиозную структуру. Потому что менять статус мечети по решению суда или решением судом, это значит судить мечеть, религиозную организацию, которой не было в истории Таджикистана. А мечеть, он отвечает всем критериям, чтобы быть пятничным мечетью, и помещения там огромные, и условия, все условия они выполнили. Но вот единственное, что не понравилось кое-кому, это то, что они имеют альтернативный взгляд на все, в том числе на религиозную жизнь, на религиозные вопросы. Я думаю, что здесь, знаете, вот, Аркадий, наверное, вы хорошо знаете историю нашего конфликта, о котором здесь шла речь. Нас обвинили в начале 90-х в ваххабизме. Потом сказали, что нет, мы ошиблись. Вот после того, как появились салафиты, или истинные ваххабиты, потом сказали, мы теперь поняли, кто такие ваххабиты. Оказывается, это были нормальными ханафитами, никакие там не ваххабиты. Теперь этих же людей, которые раньше обвинили в ваххабизме, обвиняют в шиизме. Хотя вы знаете, что какая разница, кто специалист в исламе, знает, что какая разница между ваххабитами, это непримиримые, скажем, мазхаби или течения. Теперь удобно любого конкурента или независимого лидера обвинить в шиизме, причем без доказательств. Просто вот кто-то, я, например, участвовал несколько раз в Тегеране на конференциях, и тут вопрос, а почему Кабири часто ездит в Тегеран? Значит, он шиит. И поэтому я думаю, что здесь уже, что касается вот этой мечети, это не вопрос одной мечети, это уже большая политика. Спасибо. Да, наверное, потому что это все-таки Джафария, другой мазхаб. Недавно же сказали, что имам Азам, это же другой. Реализуется исламская модель демократии. Эта модель предлагается арабскому миру. В Иране тоже существует модель демократии, исламская. Демократия называется народная справедливость, но она плохо реализуется. Вот как вы думаете, вот вы куда вы двигаетесь? В сторону Турции или в сторону Ирана? Спасибо. Почему мы обязательно должны в сторону Ирана или в Турцию? Почему? У нас же есть другие альтернативы. Во-первых, сотрудничество религии, государства, религии, политики. Да, в Турции есть неплохой пример. Кстати, не турки навязывают, насколько я знаю, этот опыт. Может быть, они навязывают, но не так грубо.
А люди сами, как бы изучая этот опыт, все больше и больше начали симпатизировать именно этому опыту. Да, братья-мусульмане, особенно на севере Африки, вот это, после революции, они сильно заинтересовались. Даже Рашид Гануши, лидер тунисской нации, он объявил, что он берет пример из турецкой партии «Справедливое развитие». Но давайте посмотрим на другую часть света, Малайзию, там, Индонезию, там тоже неплохой пример. Кстати, вы назвали иранскую модель. Да, там можно научиться очень многого, особенно в вопросе разделения властей. С учетом того, что у нас все-таки мы сунниты, есть сейчас спор, насколько оно теократия или теократическое правление государства, оно характерно для шиитцев или можно применить это также к суннитам. Есть теологический спор. Я не хочу вмешиваться в этот спор, потому что не разбираюсь очень хорошо. Но мне кажется, что в истории суннитов не было такого вот теократического государства. Поэтому мы вынуждены сейчас искать опыт, этот вот свой модель везде, но мы обязаны построить его на базе наших реальной ситуации. Поэтому не опровергая никакую модель, но одновременно мы не рассчитываем на какую-то модель, что это подходит для Таджикистана. Журнал «Огонек». Здесь большинство спикеров задавали по два вопроса, но вот у меня тоже два. Один конкретизацию вопроса предыдущего оратора. Для вас реактуализация исламских ценностей, ценностей исламского возрождения – это единственный путь сейчас идеологического сплочения оппозиционных сил в Таджикистане, да? То есть это некая модель демократических преобразований через ислам. Это наиболее действенная, да, модель? Хотелось узнать ваше мнение. И второй вопрос связан с тем, какие реальные выгоды вы считаете возможно получить в связи с интересом Америки к центральноазиатскому региону, да, вот в связи с выходом из Афганистана и так далее. Спасибо вам большое. После распада Советского Союза в Центральной Азии либерально-демократические ценности, они не формировались, они не нашли своего места. Я не знаю, это плохо или хорошо, но это факт. Поэтому единственной альтернативой существующему строю или ценностям, оно сейчас является ислам. Но какой ислам, это другой вопрос. У нас есть, скажем так, выбор от Талибан, как пример или опыт, до того, что вы назвали турецкий опыт. Это две крайности. Я думаю, что для Центральной Азии надо найти вот именно золотую середину, где общечеловеческие, национальные и религиозные ценности могут сосуществовать и в одном синтезе. Да, и как Турция, но применимо к Таджикистану, к Узбекистану и к другим республикам Центральной Азии. Я понимаю, что это сложная задача, очень сложная задача, но у нас другого пути нет. Вот, сказать, что вот в Центральной Азии у нас будет, как, скажем, Европа или либерально-демократические ценности, они там просто не уживутся, так что это фантазия, это утопия. Поэтому надо быть реалистами. Если мы хотим что-то новое создать для этого региона, то независимо от того, как мы относимся лично, персонально к исламу, мы должны исходить из того, что народ хочет альтернативу, а эту альтернативу может сегодня, на сегодняшний день предлагать только умеренный ислам, никто более. И что касается второго вашего вопроса, да, у Америки, естественно, есть интерес, не только у Америки, но и вообще у Запада в целом, и поскольку они сейчас нуждаются в этом транзитном коридоре, и каждая страна Центральной Азии старается сейчас получить максимум выгоды. Это неплохие деньги, в наших условиях это достаточно для того, чтобы поправить ситуацию, а пока, к сожалению, Таджикистан имеет менее выгодную позицию или ситуацию, условия, тем более, что после того, как наш сосед, ну не будем так слишком дипломатично говорить, просто взяли, разобрал железную дорогу, и таким образом
закрыл доступ Запада к нашим транспортным возможностям. И сейчас остается единственный путь, это Термез, железная дорога через Термез в Афганистан. Поэтому мы лишились неплохих денег. Я думаю, что с точки зрения интересов конкретного государства, это может быть конкуренция, но с точки зрения добрососедских отношений, это не стратегический выбор был. Надо было давать еще соседям кое-что от этого общего пирога. Было бы неплохо, если бы Таджикистан получил какую-то небольшую часть из этого проекта. Но, к сожалению, пока вот мы вынуждены иметь дело с минимальными доходами от этого транзитных перевозок. Можно? Если я правильно понял ваш вопрос, я не знаю, вы этого хотели? Вот, ваше видение в урегулировании... Что такое? Можно? Ближе. Ваше видение в урегулировании таджикско-узбекских отношениях. Да? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы сюда приехали, и вы читаете нам лекции, это хорошо. Но, наверное, вы что-то имеете в виду, не просто так приехали сюда, в Россию, да, и выступаете. Вот вы именно сами, вот что вы хотите от России, и каким образом Россия может повлиять на ситуацию в регионе, в целом, а в Таджикистане в частности, в демократизировании республики постсоветского региона. Спасибо. Эти дни, оно немножко идет на спад, и это хорошо. Этому способствовало и думаю, что визит Лаврова в Душанбе, также сдержанная позиция таджикских властей. Очень хорошо, что у нас в Таджикистане не поддавались эмоциям. И, как мы видим решение этого вопроса? Дай Бог здоровья, дай Бог еще силы работать обоим лидерам. Но мы очень надеемся, что они оставшееся время будут направить именно на решение существующих вопросов, а не на увеличение проблемных моментов в взаимоотношениях двух государств, потому что очень многое зависит от личной позиции двух лидеров. Народы Узбекистана и Таджикистана исторически не имели особых больших проблем. Вот за 20 лет мы скажем, накопили проблем больше, чем 1000 лет, которые мы существуем в этом регионе. Вот здесь, наверное, уже указывает на то, что это не так. Нет, это конечно, это ваше право, но нам так кажется, что многое зависит от позиции двух лидеров. Я не знаю, какая ситуация в Узбекистане, имеет ли парламент Узбекистана самостоятельно решать эти вопросы, обсуждать, или средства массовой информации, или интеллигенция. Я честно признаюсь, не знаю ситуацию, но что касается Таджикистана, было бы неплохо, если бы мы с таджикской стороны проявили бы большую активность. Например, наш парламент, да, мы тоже часть этой системы, но тем не менее у нас есть возможность обсуждать эти проблемы в парламенте, выйти с инициативой, начать прямые переговоры с узбекским парламентом, хотя бы на уровне инициативы, чтобы как бы проверить реакцию. Почему наша интеллигенция молчит и там и здесь? Почему духовенство, мы не можем использовать огромный потенциал духовенства? Я думаю, что очень много способов не решения, я понимаю, что решение зависит на более высоком уровне, но хотя бы способствовать тому, чтобы этот накал снизился. Что касается, чего мы хотим от России, вот наша встреча, знаете, я с подобными выступлениями были в США, в Европе, в Иране, в Турции. Жаль, что раньше не был в России, я, конечно, часто посещаю Россию, но такая встреча вот впервые состоялась здесь благодаря Центру Карнеги, господину Малашенко. Хотя мы участвуем в различных проектах, которые проходят в России. Ирина Доновна Звягальская здесь сидит, которой мы вместе сотрудничали по многим проектам. Так что
это для нас нормально, ничего такого сверхъестественного я не вижу. Но чего мы хотим от России? Хотим, конечно, прежде всего добрососедских отношений, но я не думаю, что Россия сейчас готова показать нам пример демократии или помочь с демократией. Мы очень надеемся, что Россия сама очень быстро и скоро становится демократическим государством, который, я думаю, что идет к этому, судя по заявлениям руководства. И народы Центральной Азии, они сами будут решать, чего взять в России, чего не взять, или это мы сами решаем. Я не думаю, что Россия намерена навязать кому-либо чего-либо. Я так думаю. Очень рад, что вот наконец-то мне удалось выступить перед российской публикой. Пожалуйста. Режимов. Но внутри авторитарных режимов есть градации, разные формулировки. Есть самый низкий эшелон, это идиотизм. Вот вредить себя, например, не хочу упоминать никого, да? Вот, чтобы выходить из этой ситуации, да, вы предполагаете очень длинный путь, мне кажется, и вы частично ответили на вопрос, который я хотела сформулировать. Откуда могут возникнуть точка кристаллизации, которая может менять этот вектор деградации? Да? Это от ваших традиций, от помощи снаружи, да? И кто в состоянии взаимодействовать с вами, чтобы вытаскивать элемент прогресса, если можно так называть? Да? В вопросе демократизации уже не грантов и всяческих технических помощи из Запада. Но сейчас нет, ситуация немножко другая. Мы поняли, что да, Запад хочет, чтобы у нас была демократия, но особо к этому не стремится, потому что есть другие задачи. Кстати, вот я принял участие в обсуждении стратегии Евросоюза по Центральной Азии, который был принят в 2007 году. И там есть 4 пункта. Это безопасность, то есть Запад интересуется безопасностью Центральной Азии, это энергетическая безопасность, это торговля и экономики. 4-й пункт, последний, это права человека и демократизация. Кстати, 4-й пункт. То есть Запад дал понять Центральной Азии, что как они ставят точки, вот, как ставят вопросы. Когда мы обсуждали это в Берлине, тогда это Германия председательствовала, они сказали, что нет, это ничего не зависит от очередности. Для нас права человека, демократия это священное. Но потом мы поняли, что нет. Очень многое, оказывается, зависит от того, где ставить ударение. Поэтому нет, мы ничего сейчас такого извне не ждем. Мы рассчитываем на то, что все-таки в Центральной Азии остались еще так умы и нормальный подход мышления, особенно среди интеллигенции и думающих людей, которые будут давать четкий, уже как бы последний крик души властям, что пора остановиться, все, вы дошли до крайней опасной точки. Вот если этот крик будет своевременно, вот сейчас произведен и услышан, я думаю, что есть спасение, есть возможность остановить деградацию. Но после этого, я думаю, что всех нас ждет такое неопределенное будущее. И, честно говоря, я боюсь вот той ситуации, которая сложилась в Афганистане, когда раббани, или, скажем так, умеренная исламская оппозиция не смогла договориться с Наджибули, и в результате Талибан они решили вопрос и с Раббани, и с Ахмад-Шахом, и с Наджибулой, таким печальным образом. И мы имеем сегодняшнюю ситуацию в Афганистане. Вот как договориться, вот как помочь договориться умеренной светской элите с религиозной умеренной элите? Вот как этого добиться, у нас, честно говоря, пока не получается. Ну, близко к тексту.
Вы сказали, что партия исламского возрождения Таджикистана переросла национальные рамки и, в принципе, может быть примером для подражания других аналогичных, возможных возникающих партий на постсоветском пространстве. И не только примером, но, как я понял, таким стержнем, вокруг которого можно бы вот некое объединение произойти. Если это так, то вы двигаетесь по этому пути, какие-то успехи есть у вас на этом поприще? Это первый вопрос. Второй вопрос. Правительственная пресса таджикская, много на вас ярлыков вешает. Один из них состоит в том, что якобы вы произнесли сентенцию, смысл которой состоит в том, что талибы могут быть фактором демократизации политических режимов Центральной Азии. Опять-таки вопрос, если это так, если вы так считаете, то не могли бы вы пояснить, каким образом это могло произойти? И третий вопрос. Вот оставим 90-е годы в покое. Меня вот очень занимает одна тема. Это вот кульбиты в курсе высшего таджикского руководства в отношении ислама. Начиная, скажем, с середины 2000-х уже годов, совсем недавно. Но я наблюдал, что Рахмон и его окружение, они стремятся, чуть ли не перетянуть одеяло на себя, предстать выразителями ислама. И делали это не очень, кстати, грамотно, выходя за рамки традиционной исламской религии. А сейчас, как вы правильно сказали, идет крен в другую сторону, то есть поворот, вот то, что вы называли там, запрет на носение хиджабов, там, на 18 лет посещать мечеть, там, женщин посещать мечеть, что вообще, вот, с моей точки зрения, самое такое вот, криминальное, потому что это тоже выходит за рамки нормального ислама. Вот чем вы объясняете вот такие вот резкие повороты в политике высшей власти Таджикистана? Согласиться с вами, что вы плохо разбираетесь в делах Таджикистана. Я вас считаю, и, на мой взгляд, вы один из самых сильных экспертов по проблемам Центральной Азии. Это хорошая тактика. Да, я сказал, что, это, кстати, я сказал во время нашего съезда, что наша партия уже переросла эти границы. Я имел в виду, то есть, да, я сказал, что мы должны уже перейти на новый уровень и выйти за рамки, вот национальной рамки, и работать за границей, имея в виду работу с нашими мигрантами. То есть сейчас около 40% наших избирателей находятся за рубежом в целом. Вот если 1,5 миллиона населения, а у нас всего-навсего 3 миллиона 200 тысяч избирателей, а в России или в СНГ работают за границей у нас в основном от 18 до. То есть избиратели, это уже электорат. То есть почему бы нам не работать в этом направлении? И я когда мы посчитали, что у нас 42 тысячи активистов официальных в республике, в стране, это слишком много для маленького Таджикистана. Это может создать еще внутренние конфликты. Почему бы нам не вывести этот потенциал за границу, работая среди наших мигрантов? Кстати, я вначале, да, было очень много настороженности, но сейчас я понимаю, что и российская сторона, не все, конечно, но многие заинтересованы в том, чтобы с нашими мигрантами работала именно наша партия или другие силы, которые находятся в этой орбите умеренного ислама, а не нетрадиционные или запрещенные группы. Да, подпольные группы. Поэтому вот я имел в виду именно это. А потом, когда, да, я помню, что журналист задал вопрос в другом случае, что может быть этот пример вашей партии использован в других регионах, в том числе и в России. Я сказал, почему бы и нет. Можно, если России это нужно. Так что вот в этом плане было сказано. А что касается талибов, да, я сказал, что если Запад не смог демократизировать Центральную Азию, тратя на это огромные деньги, то талибы, возможно, бесплатно, без денег,
будут способствовать большей демократизации не потому, что они хотят демократию, а потому что, приходя к власти в Афганистане, они так или иначе заставят лидеров Центральной Азии дать больше свободы своим народам, чтобы не позволить населению симпатизировать талибам, потому что люди от отчаяния могут симпатизировать кому угодно. Чтобы дать больше свободу, они, возможно, дадут больше возможности народу, чтобы не допустить такой ситуации. Это я имел в виду, что приход или участие талибов во власти в Афганистане, оно могут способствовать развитию демократии в Центральной Азии. Что касается вот вашего последнего вопроса, я частично ответил уже, отвечая на вопрос Аркадия или Даниэла, что мы сами не понимаем, почему такой резкий поворот. Да, действительно, в 2009 году у нас был объявлен годом Абу Ханифи, и было очень много мероприятий религиозного характера. У нас был самый большой симпозиум международный по Абу Ханифи в Таджикистане. Но потом были выборы 2010 года, и многие поняли, что даже используя религиозные лозунги, власть не всегда сможет привлечь электорат в свою сторону. И они, возможно, кое-кто обиделся на исламский электорат, что вот мы проводим для вас такие мероприятия, а все-таки вы голосуете за исламскую партию. Почему тогда нам тратить столько денег на, скажем, развитие умеренного ислама, если все-таки не добьемся ничего? Поэтому вот такой резкий крен, резкий поворот в другую сторону. На мой взгляд, так. Дамир Умковец, Дамир, Нижнего Новгорода. Он написал или сказал, не помню, что у нас 7% имамов, а в России таджики. Вот у вас есть какие-то данные? Я думаю, что больше. Но я просто боюсь навредить нашим таджикам, что сейчас опять поднимется какой-нибудь шум, что вот таджики захватили и религиозные структуры еще. Нет, но в России, вот какие у вас есть? У меня нет точной цифры, но я побывал от Владивостока. Там мечеть открыли совсем. Да, и я в Новосибирске, в Казани, Уфе, много таджиков. Много таджиков, но они все на второстепенных ролях. Там главный имам или хатиб, он местный, это правильно. Я думаю, что здесь так и должно быть. Ну а все остальные, там муазин, второй имам, все это таджики, почему бы и нет. Спасибо. Вы знаете, что вот давайте там еще вопрос, и уже постепенно будем переходить. Уважаемый Мухиддин, у меня к вам такой вопрос, несколько сложный. Вот вы сказали в своем выступлении, то есть оценивая уровень электоральной поддержки вашей партии на уровне 10%, если я правильно услышал. Вот у меня вопрос в этой связи. Каковы, на ваш взгляд, вот, реальные перспективы дальнейшего расширения популярности среди населения радикальных исламских течений? И как эти перспективы соотносятся с перспективами расширения электоральной поддержки вашей партии? Спасибо. Больше нет политических партий. Какой бы ни был человек радикальным, в смысле религиозного, он все равно будет голосовать за нас. Если был там в политической сцене Таджикистана другая религиозная партия, более радикальная или более правая, чем мы, наверное, они бы взяли немало голосов. Но это я очень надеюсь, что наши политтехнологи в Таджикистане, во власти, они не будут учитывать этот момент, тут же не создадут другую партию более радикального характера, чтобы как бы отнять наши голоса. Были такие проекты, кстати, они обсуждались, но потом поняли, что это достаточно рискованный шаг, потому что потом контролировать эту партию будет очень сложно, как сейчас такая проблема потом возникла с Аль-Каидой. Сначала создали, а потом не поняли, как с ним вообще быть. Такая ситуация может возникнуть в любое место, в любое время. Так что пока такая ситуация, но были такие моменты, когда вот более консервативные части общества
они начали сотрудничать с властями, особенно салафиты. Здесь был такой интересный момент, они вообще, салафитский подход или мировоззрение, оно говорит о том, что власть, какая бы она ни была, находиться в оппозиции к властям, это греховно. То есть выборы, демократия, политическая партия, это противоречит исламским канонам. Хотя вот сейчас в Египте мы знаем, что партия НУР, салафитская, она участвовала вопреки всем теологическим спорам и сейчас является второй партией. То есть они начали, власть им давала прессу, эфир, телеэфир. Они начали говорить, что президент это Амир аль-Муминин. Мы должны подчиняться, какой бы он ни был. То есть мир не в политике, политическая партия противоречит исламу. Это было выгодно властям, они дали им возможность, но потом кто-то понял, что это достаточно опасная игра. В какой-то день все это может обернуться новой проблемой, и они вовремя приостановились. Поэтому если у нас будут решены основные социально-экономические проблемы и будет найдена гармония во взаимоотношениях властей с умеренным исламом, то перспектива радикального ислама в Таджикистане, она нулевая. Нам так кажется. Спасибо. Ну, а теперь и вопросы, и комментарии. Пожалуйста. Попадающий из того, что только что обсуждалось, вот насколько с точки зрения активных и добросовестных политиков Таджикистана прослеживается функционирование центрально-азиатской международной наркомафии. Насколько это вот заметно, насколько это, в общем, так сказать, фиксируется таджикскими политиками прежде всего. Если фиксируется и имеет место быть, какие пропорции, скажем, опять-таки оценочные, я понимаю, что точных данных вы не сможете дать вот так вот, что идет транзитом, в каком объеме приблизительно, что производится в самом Таджикистане и остается в самом Таджикистане по первому-второму пункту, что подпитывает ближайших соседей, ну и понятно, какая доля приходится на нас, грешных россиян. Опять-таки с точки зрения оценки таджикских политиков. Спасибо. Такое интересное сочетание, да? Спасибо за такое сочетание, что вот вы позволили нам как бы говорить еще о добросовестных политиках. Что касается наркотиков, я честно признаюсь, что у меня информация очень минимальная. Вы понимаете, что Таджикистан это транзитное государство в этом процессе, и, на мой взгляд, очень много неточностей, несправедливости по отношению к Таджикистану, когда говорят о том, что именно Таджикистан является наиболее незащищенным коридором. Да, возможно, это самый незащищенный коридор, но поверьте, это не самый крупный транзитный коридор наркотиков. Конец транзитного пути. Я не могу сказать, какой самый большой крупный коридор, какая страна, граничащая с Афганистаном. Давайте не будем исходить из того, что только смотреть на север. Есть еще другие государства, которые граничат с Афганистаном, с юга, с запада. Так что Таджикистан не самый такой вот большой коридор. Но очень много пишут, очень много говорят. Возможно, все больше народа, больше мелких функционеров задействованы в этом процессе именно в Таджикистане. Это проблем социально-экономического характера, потому что людям больше нечем заниматься, а другие крупные партии, они, как обычно, отправляются в Россию и дальше в Европу не через Таджикистан. Об этом говорили, об этом писали, очень осторожно, очень деликатно, но бьют, как всегда, обычно слабого. А в данном случае, к сожалению, Таджикистан именно слабое звено
в этом цикле, поэтому бьют в основном по Таджикистану. Поэтому я не берусь судить, кто именно самый крупный коридор, но знаю одно, это не Таджикистан. Ну, если бы у меня была такая информация, я бы сказал. Но, к сожалению, у меня нет такой информации. Вы же о Таджикистане не имеете информации, говорите? Нет, почему? Я имею информацию о Таджикистане, я знаю, что это не самое крупное государство транзита. Да, там очень много людей задействованы, это мелкие в основном, но это, если много людей задействованы в этом процессе, это не говорит о том, что основной канал является именно Таджикистан. Кыргызстан тоже является транзитом. Но Кыргызстан не имеет общую границу с Афганистаном. Почему вы имеете Газанское район? Нет, с Афганистаном, я имею в виду. Да. Знаю, из Таджикистана достаточно очень большой и здоровый часть населения эмигрирует сюда, в Россию и в других странах. Да? А как вы видите вообще решение эмиграции в Таджикистан? Это, в принципе, да, с одной стороны, они приносят хорошие, скажем, прибыль вашему государству, да? С другой стороны, это на самом деле большая беда для Таджикистана. Вот. Я думаю, что это даже больше, чем проблемы ислама в Таджикистане. То, что вот вы говорили в своем докладе, что там ислам в опасности, там ношение хиджаба не дают разрешения, там борода. Но я думаю, что это вопрос не так уж актуальный для Таджикистана, а именно вот то, что я вам говорил. Как вы видите решение этого проблемы? Спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, официально через банки получаем ежегодно более 3 миллиардов долларов. Все знают, что многие отправляют деньги домой не только через банк, но и лично они везут туда или в виде товаров отправляют. А в то время как наш госбюджет, например, 2012 год, оно где-то в районе 2 миллиардов долларов. Государство, власть имеет в своем распоряжении 2 миллиарда долларов ежегодно, а наши мигранты отправляют в 2 раза больше, чем мы имеем госбюджет. Это о многом говорит. Но, с другой стороны, миграция, оно в стратегическом плане, оно имеет свои недостатки, потому что мигрирует в основном не только рабочая сила, но и умы, самая перспективная часть населения. Сейчас я как депутат, когда посещаю районы и регионы нашей страны, мы встречаемся в основном со стариками, с детьми, с чиновниками. Если посмотреть так вот на улице, вы видите только людей возрастного возраста, чиновников в галстуке, в костюме и детей. Основная масса населения, более миллиона в России. Так что, да, это проблема. А как решать эту проблему? Ни у кого нет четких планов. Я признаюсь, что даже у нашей партии нет. Да, все мы говорим о том, что надо создавать рабочие места, надо улучшить инвестиционный климат, чтобы у нас были прямые инвестиции, были созданы новые рабочие места. Но это только на уровне сейчас разговоров и хороших предвыборных лозунгов, а реально ни у кого нет конкретного плана. Я думаю, что Таджикистан слишком много тратит сейчас на различные проекты не инфраструктурного характера. Мы, например, хорошо строим дворцы, различные объекты, как самый высокий в мире флагшток, например. Это гордость нашей страны. Конечно, имея самый большой размер флага или самый высокий в мире флагшток, это хорошо, но было бы неплохо, если бы иметь при этом какие-то перспективы в экономике. Поэтому многие сейчас шутят, что это сделано для того, чтобы наши мигранты даже из Сибири могли бы видеть свой там флаг, там, посмотреть хотя бы частицу Родины. Как? Да, ну вот такая вот шутка у нас появилась.
Я думаю, что вот в ближайшем будущем мы не можем приостановить этот процесс. Мы очень надеемся на то, что таджики в России не только научатся работать, строить и хорошо подметать улицы, но и через некоторое время мы получим квалифицированных кадров, как, например, это было в случае Турции, когда они участвовали в построении после войны в Германии, в других государствах Европы, они вернулись к себе домой. Ну, они, может, сами физически не вернулись, но они, вот возвращение на родину можно другим путем, не физически, они отправили туда идеи, не только деньги, но и идеи, новое мышление, новое видение, потому что все-таки контакты это многое значит. Поэтому даже посещая родину историческую, человек может что-то передать. Если, конечно, он что-то научился. Если таджик здесь видит только, скажем, заборы строительных объектов или черкесского рынка, и, к сожалению, в вагонах живут там, и, я извиняюсь, там они же умирают иногда, в случае вот пожара, когда вот случилось, то от этого Таджикистан ничего не выиграет. Но ведь среди них очень много врачей, юристы, я знаю, очень много образованные люди, которые вот именно подметают улицы. Вы знаете, вот молодой человек, мы сегодня встретились, он закончил МГУ, красный диплом у него. Он поехал в Таджикистан и вернулся недавно. Я не знаю, кем он сейчас работает, но он с красным дипломом МГУ сейчас опять вернулся в Россию. Такие у нас... Я когда неделю назад летел в Хаджент, молодая женщина, онколог, она сказала, что сейчас 10 врачей только из одной больницы оформляют документы на переезд в Россию. Только из одной больницы. 10 врачей. Я был в этом Боткино, там целое отделение заведует, там Кадырова, там и так далее. После этого вы заключаете договоры с Катаром на ту же самую тему, чтобы врачи... Но мигранты научились больше. Вы знаете, я думаю, что... Я думаю, что многие мигрируют не только из экономических соображений. Вот вы затронули тему, сказали, что это не очень актуально, вот вопросы религии, свобода. Это очень актуально для многих. Я знаю многих людей, которые мигрировали в Россию, потому что здесь более свободная атмосфера, в том числе и в вопросах религии. Я знаю членов нашей партии, которые... Она мигрировала с 3 дочерями только для того, чтобы они учились в университете в хиджабе. Потому что этого нет, у нас нет возможности учиться в хиджабе. Вот человек в поисках более свободной жизни. Где? Да, тут еще есть выступление. Это другой вопрос. Я извиняюсь, вот вы знаете, я понимаю, если вы из Афганистана, вот все время Афганистан стал для нас, как бы, я извиняюсь, это мой родной край, ну опухоль, как бы. Вот, все время показывают на Афганистан. Хотите исламское государство, живите в Афганистане, посмотрите на Афганистан. Это совершенно другая проблема, понимаете? Если в Афганистане талиби, рабани, покойный, мой устад, я уважаю его, или Наджибулла не смогли договориться, это не означает, что мусульмане Центральной Азии должны пострадать из-за ошибок афганцев. Я думаю, что это совершенно другой случай. Пожалуйста. Спасибо большое. Ирина Звигельская, Институт востоковедения РАН. Мухиддин, мы все действительно очень благодарны за то, что вы пришли и выступили здесь, в общем, в таком тяжелом, трагическом для вас, такой тяжелой, трагической ситуации. Еще раз вам спасибо. Я хотела бы просто прокомментировать некоторые вещи, которые мне кажутся очень важными, потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что называлось арабской весной, а теперь многие называют Великой Исламской революцией. Просто это революция суннитская на сей раз. И те проблемы, которые она ставит, они действительно очень актуальны. И мне кажется, учитывая то, что вы возглавляете исламскую партию, они имеют отношение и к вашей деятельности в Таджикистане, и к тем проблемам, которые вы, очевидно, будете сталкиваться в дальнейшем в своей стране. Но прежде всего, один из вопросов, который сейчас возникает у многих, это вопрос о том, действительно ли
представители исламских партий, которые получили очень много мест в законодательной власти. Действительно ли они будут проводниками демократии? Ясно, что западная демократия не сможет укорениться, во всяком случае, в обозримом будущем, но, может быть, именно ислам, есть такая точка зрения, действительно станет проводником демократии. Мне кажется, что тут этот вопрос пока не ясен. Даже если нам бы этого очень хотелось, мы видим, что для многих представителей, даже тех же братьев-мусульман, которые считаются вполне умеренными людьми, для них тоже характерна и нетолерантность, и, в общем, так сказать, достаточно враждебное отношение к другим конфессиональным или этническим меньшинствам. И, собственно, проблема того, смогут ли они хорошо управлять, вот то, что называется на Западе good governance, смогут ли они дать пример такого хорошего управления, это пока открытый вопрос. И вот здесь, мне кажется, выбор турецкой модели, о которой мы все говорим, это, в общем-то, тоже некое благое пожелание, потому что сами турки говорят о том, что эта модель начала у них формироваться, начиная с 20-х годов прошлого века, и нужно прожить определенный период времени, и нужно накопить опыт для того, чтобы эта модель стала своей, для того, чтобы она могла реализоваться. Более того, мне кажется, что те же рассуждения некоторых турецких лидеров о том, что все арабы являются осколками Османской империи, вряд ли на самом деле побудят многих, так сказать, следовать именно турецкой модели. На мой взгляд, это будет скорее отталкивать. Так вот, говоря об этом фоне, с которым мы сейчас имеем дело, я бы хотела отметить особо, что, конечно, партия исламского возрождения, она оказывается в очень тяжелом, на мой взгляд, положении. И мы все это понимаем, потому что это действительно единственная парламентская партия такого типа. Это партия, которая, с одной стороны, будучи парламентской, должна демонстрировать, и она демонстрирует и правильно делает определенный уровень лояльности режиму. А с другой стороны, это партия, которая, находясь в оппозиции, должна выступать достаточно резкой критикой того, что действительно никак не годится, не нравится и так далее. И, конечно, давление оказывается очень большое. Вы посмотрите, на протяжении многих лет 2 места. Вот дали 2 места в парламенте. Вот партия имеет эти 2 места. Уж какие тут выборы-то? Почему всегда 2? Сколько народу не участвует, а места всегда 2. Вот. И это, конечно, вызывает определенный вопрос. Так вот, в этой связи я хотела бы обратить внимание на несколько вещей. Здесь уже говорилось, что правительство сейчас по понятным, наверное, причинам, оно развернулось несколько в сторону от салафитов, которым оно пыталось продемонстрировать готовность следовать религиозным догмам и нормам. И оно вот даже сейчас закрывает мечети, медресе и так далее. И что же в этом случае делает ПИФТ? Так вот, мне хочется сказать, что в этом случае должны действовать прежде всего светские партии. На самом деле в светском государстве должны действовать светские партии. Нечего это все перекладывать на ПИФТ. Хотя, конечно, она имеет свою позицию, я в этом не сомневаюсь, но только в данном случае в совместном противостоянии этому делу можно чего-то достичь, потому что это не религиозный вопрос, не чисто религиозный, это политический вопрос. И, соответственно, мне кажется, что, так сказать, здесь нужны гораздо большие силы и большая мобилизация. И последний момент, о котором я хотела сказать, это вот перспективы демократизации, в том числе связанные с перспективой усиления политического ислама в арабских странах и, может быть, и за их пределами. Мне хочется сказать, что, понимаете, мы иногда рассматриваем ситуацию так очень черно-белой. Либо это демократия, либо это, я не знаю, что теократическое государство. Точка. Хотя оно тоже, вот как Иран, по-своему может нести в себе элементы демократии. Но на самом деле палитра гораздо больше. И, на мой взгляд, вот то, что сейчас Европейский Союз так активно не продвигает демократию в Центральной Азии, большое им за это спасибо. Потому что я помню отзывы на то, что происходило в Киргизии дважды
сначала на Акаева, а потом вот на то, как погнали Бакиева, и то, и другое оказалось демократическими революциями, вот этого не надо, понимаете, потому что ни то, ни другое никакой демократии вовсе не привело по понятным всем причинам, кроме тех, кто называли это демократией. Так вот, я хочу сказать, что в той ситуации, в которой мы имеем дело, в частности в Центральной Азии, по-моему, нет ничего плохого в том, чтобы иметь просвещенные авторитарные режимы. Вот просвещенные, с тем, чтобы были какие-то, конечно, сдержки и противовесы, чтобы они не могли действовать абсолютно безнаказанно, чтобы они не могли, так сказать, то, что называется, чудить по-русски и делать то, что приходит в голову. Конечно, для этого должен быть и более активный парламент, и более развитая политическая система, но при этом, на мой взгляд, какое-то время она вполне может оставаться в принципе авторитарной. Вопрос в другом, как поступать с этим авторитаризмом, как ограничить его безграничные ныне возможности, или почти безграничные. И, так сказать, вот здесь, мне кажется, работы достаточно много для всех. Спасибо. Спасибо. Потому что вот я давно изучаю вот традиционное общество в Таджикистане. Все-таки Таджикистан, вот там прежде всего присутствует бытовой ислам. А до прихода советской власти в Таджикистане, как и в других регионах вот, бывшего Советского Союза, присутствовал в основном суфийский ислам. Вот он бытовой ислам, он был простой, обыкновенный, вот 5 раз намазов, иногда собирались вместе, читали коллективный намаз, когда им удавалось. А в остальном там никакой политики не было, соответственно, вот это она такая на бытовом уровне, ислам он гармонизировал с другими традиционными параметрами таджикского общества, сочетая, соответственно, присутствие вот этих священных мазаров, присутствие многих других обрядов, которые повсеместно по всей горной республике, горной части республики все это присутствует. Поэтому я думаю, что появление такой фигуры, как Мухиддин Кабири, это является объективным процессом, явлением времени, поскольку значит, вот такого радикального ислама, который возник, оно какое-то время существовало после гражданской войны, его, я думаю, нет. И надеюсь, что не будет, как он об этом говорит сам. Поэтому вот движение вот господина Кабири, его сторонников вот, направления хотя бы в сторону Турции, понимание, значит, вот, или использование какие-то демократические элементы вот, в процессе политизации, вот, в процессе продвижения реформ, если они возникнут в обществе, это было бы благое дело. И, соответственно, значит, этот опыт, конечно, будет очень интересен на постсоветском пространстве, особенно вот, в Центральной Азии. Вот мы недавно говорили с Аскар Акаем по этому поводу, мы выпустили книгу по поводу того, что возможно ли вариант вот этот арабской весны в Центральной Азии. Но мы так подумали, что в Таджикистане ситуация нормальная, спокойная, потому что там присутствуют какие-то политические партии, в том числе и исламские партии. А в Узбекистане, да, ситуация похуже, там огромный спектр вот этих подпольных организаций, которые могут расшатать ситуацию, а какая там последствия, никто этого не знает, мы не берем судиться об этом. Соответственно, вот такое нормальное развитие вот на политическое поле, вот присутствие такой партии, я думаю, это прекрасно. Но мы будем тогда наблюдателями, Алексей. Как это все будет развиваться? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Ну, я просто несколько слов. Ну, во-первых, Мухиддин Кабири просто еще тонкий аналитик, кроме того, что он еще и, что называется, известный политик, да. Просто несколько замечаний, которые он сделал, выдают в нем, так сказать, еще и такого, я бы сказал, хитрого политика и аналитика. Когда он сказал, что, когда вы сказали, что в Таджикистане правее пивз... Это хорошо или плохо? Хитрый политик — это хорошо, конечно. Спасибо, я спокойно. Это даже почти так же, как сказал коллега, так сказать, добросовестный политик. Просто поскольку этого мы как бы не знаем, то хитрый — это более известная категория. Да. Да, когда вы говорите, что нет правее партии, и это очень здорово, это очень хитрая политика, конечно. Я не знаю, кому нужно быть обязанным, так сказать, за это обстоятельство в Таджикистане, но это уже хорошо. Так вот, я хочу оттолкнуться от двух замечаний, которые вы сделали, и, может быть, задать такой, поставить провокационный вопрос. Смотрите, вы сказали, что кому-то выгодно
что кто-то подставляет, скажем, нашего лидера, президента Рахмона, когда вот осуществляет нападки на религиозные устои, традиции, запрещает там, девочкам ходить, так сказать, до 18 лет, или детям до 18 лет посещать мечеть и так далее, и так далее. Известно. Последнее вот это сегодняшнее решение суда. Я думаю, что не только в Таджикистане, и вообще в огромном большинстве, так сказать, мусульманского ареала государство вмешивается откровенно, так сказать, в дела религии, в дела, так сказать, храма. Да? В Центральной Азии, ну да, может быть, были такие случаи откровенного отношения персон в Узбекистане, мы знаем эти случаи, да? Но в отношении конкретных храмов, так сказать, таких вещей мы не помним. И второе, что вы сказали, что арабской весны, как бы, вы не видите опасности. Ну вот смотрите, может быть, вы будете этому возражать, но, в общем, есть определенные данные, что влияние Ирана в Таджикистане в последние времена становится не просто, так сказать, серьезным, а оно еще в каком-то смысле даже изощренным. Что все эти действия, которыми кто-либо, так сказать, подставляет Рахмона от его имени, от имени государства, осуществляет давление на ислам и на его, так сказать, институты, может привести в конце концов к очень серьезному, как бы, взрыву оскорбленных мусульман. И тогда, естественно, так сказать, то, что происходит вот, или происходило в арабской этой дуге, в общем, вполне может повториться в Таджикистане, потому что, в общем, специфика протеста такая же, попрание справедливости. Да? И тогда, скажем, Рахмон, скажем, в лице, ну, вот, того же российского руководства будет выступать как Хафиз Асад, который будет останавливать, представлять часть Таджикистана, как нам говорят, так сказать, он там представляет алавитов в Сирии, и мы должны учитывать его, так сказать, позицию, мы тогда будем вступаться за руководителя этого государства, нам союзного, да, против массы исламского протеста, которое может быть инспирировано. Я просто называю вещи как бы так, как я их представляю, или то, о чем я знаю, то есть инспирировано со стороны Ирана. Мы знаем, что президентские выборы в Таджикистане скоро, в следующем году, правильно? В 2013 году, да? Вот на ваш взгляд, вот этой, так сказать, конспирологической версии, которую я излагаю, есть опасения быть осуществленными? И еще раз поблагодарю вас за ваше выступление. И отдельно вот Ирина Домна ушла, за что ее комментарий был очень хорошим дополнением к тому, о чем говорили вы. Я в своем комментарии попробую немножко другую плоскость осветить, постараюсь снизить с какими-то прогнозами, с тем, чтобы, поскольку ваша политическая деятельность, она будет с этим связана, поделиться своими оценками. Я специалист по Афганистану в большей степени, и поэтому афганская проблематика, она меня в этом смысле больше охватывает. И поэтому то, как развиваются события, они во многом, то есть события в Таджикистане, законы сообщающие сосудов, они во многом могут быть увязаны с тем, как будет развиваться ситуация южнее Таджикистана. Вы в своем выступлении сегодня очень тонко заметили о том, что в свое время, как вы назвали, умеренная оппозиция не смогла договориться с Наджибуллой. У меня немножко другие термины в этом смысле. Но вот этот вот фактор, он сильно повлиял на то, как потом складывалась ситуация в Афганистане и на Ливии. Что может получиться сейчас? Ваша деятельность как политического деятеля, она тесно, то есть то поле перспективы, которое у вас есть, они будут связаны с тем, насколько вы сможете консолидироваться с таджиками, узбеками и казахстанцами, с национальными меньшинствами, которые проживают на территории Афганистана. Но проблема состоит в том, что ключ к решению афганской проблемы лежит не на севере Афганистана, а он идет как раз через Пуштунскую зону. И в этой связи вы станете перед нелегким выбором. Понимая то обстоятельство, что нужно будет с кем-то из пуштунов потом там договариваться, вам придется работать в поле все-таки с национальными меньшинствами. Чего я еще хочу о чем хочу предупредить? В свое время Россия, Советский Союз сделал эту ошибку. Мы пошли по пути слепой поддержки нашей Центральной Азии и наших цивилизационных экспертов по отношению к Афганистану.
судя по всему, Россия не собирается больше этой ошибки повторять. Поэтому в этой связи она не будет больше слева поддерживать тех, кто ориентируется только на национальное меньшинство. Россия старается искать рациональный путь подхода к решению афганской проблематики. И вот тут вам, как политическому деятелю, придется определиться, до какой степени быть специализированными таджиками, и все-таки, и насколько вы будете заинтересованы в том, чтобы действительно искать ключ к тому, чтобы решать проблемы проблемы. Спасибо. Спасибо. Позвольте, да, если позвольте, я... Одну секундочку, Василий. Ты хочешь по Афганистану только? А тогда, может быть, дадим? Давайте. Мы с вами Гургону тоже добавить. Каргун, Институт Востоковедения. Я тоже считаю себя немного специалистом по Афганистану, поэтому хотел бы немножко полемизировать с последним выступающим и с основным докладчиком. Вот, о роли афганского фактора в процессе политического развития Таджикистана. Вот, Мухиддин, вы говорили, что талибы, вообще меня поразила эта ваша фраза, я, конечно, недословно повторяю, что они могут быть фактором демократизации Центральной Азии. И вы попытались аргументировать это тем, что вот настолько, если они придут к власти или будут участвовать во власти, вот они подадут пример того, как режим может быть толерантным в отношении религиозной свободы. То есть они дадут толчок к развитию религиозных свобод в Таджикистане. Я так понял примерно мысль. Я категорически против этого, потому что у меня определенный взгляд на талибов, которые ничего общего, конечно, никогда не имели и не будут иметь с процессами, с демократией, с процессом демократизации, несмотря на то, что они сейчас трансформируются, они тоже не эволюционируют, это уже не те талибы, но тем не менее, талибы, которые сейчас режут голову учителям, которые обливают кислотой школьниц, вот, это все равно талибы, понимаете, и они, конечно, никакую демократию в Средней Азии не принесут. Более того, насколько я знаю ситуацию в Афганистане, североафганские, в том числе таджики, это вторая по численности народность Афганистана, выступают против переговоров с талибами. И вы знаете почему? Они боятся прихода к власти талибов. Потому что они опять станут объектом репрессий, если не геноцида и прочее, прочее. Да? То есть вот талибы никак не могут в армии в Таджикистане, на мой взгляд, рассматриваться как какой-то образец, как какая-то будущая опора, или платформа, или площадка, чего угодно. То есть, и, наконец, я хочу возразить своему коллегу и другу, да, Олегу, в том, что талибы все-таки, знаете, это не, как вам сказать, это не национально-освободительное движение. Хотя это мощная группировка, военные и так далее. Вот, но это люди, которые вряд ли принесут в сам Афганистан что-то, так сказать, вот современное, то, чего хочет афганский народ. Понимаете? Вряд ли, конечно. Поэтому вот с ними, конечно же, то есть видеть их в качестве цели какой-то вот страны Центральной Азии, это совершенно иррационально. И, наконец, таджики, насколько я знаю, наши, если можно так говорить, да, наши общие, бывшие советские таджики, они никогда не сольются с таджиками Афганистана. Это невозможно. Интеграции не будет. Наоборот, насколько я наблюдаю Афганистан последние 40 лет, позвольте мне так уж сказать, я уже действительно не молодой человек, значит, идет расхождение между теми и другими. Несмотря на то, что там ислам и там ислам. Они освободились от советской идеологии вот, на территории бывшего Союза. Тем не менее, процесса интеграции нет и не будет. У каждого своя ментальность, у каждого свои цели. И меня удивляет, есть мои же друзья в Душанбе, которые провозглашают идею великого Хорасана, там, великого Таджикистана, то есть поглощение Таджикистаном Афганистана, то есть с таджикского севера. Конечно, это все из области фантазий. Вот. Но другое дело, что, конечно, солидарность может быть, какие-то общие цели, конечно же, есть и национальные традиции, национальная культура, национальные какие-то вот наклонности, не знаю, склонности чего-либо, да. Это можно реализовать, но не говорить о том, что вот мы с таджиками вместе, афганскими, там, с пуштунами. И, наконец, последнее. Я, опять же, хочу возразить господину Кулакову. Вот, к сожалению, наше правительство не делает ставку на весь афганский народ, работая с Афганистаном. Ставка по-прежнему на север. Недальновидная абсолютно, узколобая ставка. Нельзя. Пуштуны – государство, образующий народ. Надо с этим считаться. Они все равно, они у власти сейчас стоят.
потихоньку Карзай вытащил всех в правительство, они заменили таджиков и прочих азерейцев, прочих узбеков там, да. То есть эти люди, за ними будущее, власть в руках пуштунов. Мы не работаем с пуштунами. К сожалению, мы должны работать и с ними. Я не говорю о таджиках, конечно. Это наша зона влияния, север, это наши традиционные, наши узы, тесные, экономические и дружеские, культурные. Вот, но с пуштунами нельзя вот так обращаться, понимаете. Хотя это только мечта. И правильно я считаю, что это нужно делать, обязательно. Но, к сожалению, пока этого нет. Спасибо. Ведь, ну согласись, у нас, Виктор, но у нас, по-моему, вообще нет нормальной позиции по Афганистану. В принципе. Нет у нас концепции да. России. Вообще нет этой концепции. Что Россия не знает, И, что по-моему, ей даже никто серьезно не занимается. Как-то вот не хочется. Ну, там где? Голос России. Так, давайте я тогда, с вашего разрешения, я сейчас отвечу или реагирую, потом еще кричу. Хорошо? Давайте. Давайте вот начнем с Афганистана. Наверное, мой плохой русский язык привело к тому, что меня сейчас начнут обвинять в симпатии к Талибану. Наверное, я неправильно выразился, когда сказал, что талибы, возможно, заставят нас в Центральной Азии быть более демократичными. Не потому, что они этого хотят, потому что мы боимся вот угрозы талибанизации Центральной Азии. Так и понял вас. Да, я тоже. Вот то, что вот, часть публики не так понял, наверное, я не так выразился. Больше не будем приглашать. Да нет, лучше я исправлюсь, чем не приглашать экспертов. Я думаю, что талибы, вот они приходили участвовать во власти, они заставят, возможно, это, вот потому что мы боимся талибанизации. Вот страх перед талибанизацией заставляет нас быть более демократичными. Гибкими. То есть более гибкими. Дать больше свобод. Больше свобод народу, в том числе религиозную свободу. А что касается, вы знаете, наша партия выступает против федерального устройства в Афганистане. Почему? Вот фрагментация Афганистана, разделение на юг, на север, на пуштунский, на таджикский часть, это приведет к тому, что вот, скажем, северная часть, где больше населено таджиками или узбеками, оно будет иметь какое-то, если не объединение, то такое вот стремление к объединению к Таджикистану, больше возможностей к экономическому сотрудничеству, обходя Кабул или центр. Но исходя из той ситуации, которую мы имеем в Таджикистане, возможно, есть какие-то общие ценности с южными таджиками в Таджикистане, нежели с севером. У нас географически долгие годы север Таджикистана был отделен от юга. Я не думаю, что если да, какие-то есть общие там, понимания, общие ценности между таджиками Афганистана и южными таджиками, то это не означает, что и северные таджики имеют такие же видения, взгляды, как вся таджикская нация. Поэтому раздробление Афганистана это повлияет отрицательно на Таджикистан. Поэтому мы выступаем. Мы, конечно, за расширение прав всех национальных меньшинств Афганистана. Хотя я не сторонник того, что я не думаю, что пуштуни они являются государствообразующим народом в Афганистане. Нет там четкой статистики, какой процент пуштунов, какой процент таджиков, хазарийцев. Это все относительно. Давайте будем ждать перепись населения, которая будет соответствовать всем стандартам. Тогда посмотрим. А что касается с кем быть, с пуштунами, с таджиками, нет, мы с афганским народом. Это не такой дипломатический лозунг, нет. На самом деле мы с афганским народом, потому что Афганистан это и пуштуны, и таджики, и все, поэтому мы очень осторожно относимся к этому вопросу. Аркадий, вы спрашивали о влиянии Ирана. Вот Аркадий сейчас он пересел, у него другие там более интересные вещи там. Вы спросили по поводу Ирана, влияния Ирана. Я думаю, что у Ирана есть закономерные интересы в Центральной Азии. Почему у всех должны быть какие-то интересы, в том числе у государств, которые не имеют так, общей границы с регионом, но у Ирана не должно быть таких интересов, в том числе геополитических и других экономических интересов.
Я не вижу здесь никакой опасности. Более того, мы обречены, особенно в Таджикистане, с тем, чтобы иметь самые хорошие отношения с Ираном. Нас очень многое связывает с Ираном. И культура, история, религия, литература. Я думаю, что если даже все будет меняться на 100%, в Иране придут к власти, скажем так, либерали, а в Таджикистане религиозные круги. Несмотря на это, опять мы обречены на сотрудничество. То есть это союзнические отношения между Таджикистаном и Ираном, оно имеет стратегический характер. Это не зависит от властей, кто управляет этими государствами. Но вот я не полностью разделяю ваши опасения, то, что вы сказали. Но хотя очень уважаю ваше мнение, не только по этому вопросу конкретному, вообще по всем вопросам, которые вы говорите о Таджикистане. Очень жаль, что ушла Ирина Доновна, она подняла очень хорошие вопросы. Хотя для меня вот этот просвещенный авторитаризм опять остается непонятным. И как ограничивать авторитаризм? Если он уже авторитарный режим, это означает, что ограничивать этот режим в чем-то невозможно. Лучше давайте будем говорить о центральной сильной власти. Это другой вопрос. Это когда мы говорим о сильной власти, это означает правильное разделение властей, чтобы не один человек был сильным, от него зависело все, а власть должна быть сильной. А власть это означает и парламент, и правительство, и судебная власть, и сильное гражданское общество. Мы так понимаем этот вопрос, а вот просвещенный авторитаризм, конечно, я сложно понимаю эти вещи. Что касается вот арабская весна или это исламская революция, я согласен с Ириной Доновной о том, что теперь наступает самый тяжелый момент для исламских партий. Братья-мусульмане в течение 40-50 лет всегда говорили, когда они находились в оппозиции, что ислам это решение всех вопросов, никакой конкретики. Теперь они должны отвечать конкретно на актуальные вопросы, как решать вопросы с коптами, христианами, как вообще быть с туристами, которые посещают Египет, и более 30% ВВП Египта зависело раньше от этого сектора. Как быть с этим? То есть они теперь должны отвечать конкретно на конкретные вопросы. А это уже очень сложно. Я думаю, что это очень сложный момент для всех исламских партий. Самый опасный момент заключается в том, что если у кого-то возникнет желание, чтобы вообще провалить этот эксперимент или этот проект, исламский проект, будет способствовать тому, чтобы исламские силы в арабском мире не добились каких-то успехов. Например, через салафитов в Египте можно провалить любой исламский проект. Вот салафиты сейчас могут инициировать какой-нибудь законопроект, который совершенно противоречит демократическим нормам, и не разбираясь в суть вопроса, и не разбираясь, кто есть кто, где салафиты, где братья-мусульмане, могут вообще сказать, что вот исламский проект, исламские партии пришли к власти в Египте, они начали уже реализовать проекты, которые противоречат демократическим принципам. Вы знаете, вообще вот эти революции, насколько я знаю, вот я не эксперт в этой области, но мне кажется, что все были в шоке, в том числе и братья-мусульмане. Когда возникли эти революционные ситуации, у всех была выжидательная позиция, в том числе и на Западе. Франция долго думала, какую позицию занимать, в том числе и Барак Обама. В том числе и братья-мусульмане. Они долго думали, присоединиться к митингующим или нет. Поскольку у этой массы не было лидеров, я думаю, что они очень легко взяли ситуацию под контроль, потому что у них более, опыта было достаточно долгое. Кстати, мне кажется, что период революции, когда конкретный лидер управляет этими массами, уже прошло. Все, не будет больше эпох
Махатма Ганди, Хаманаи, Ленина. И пока личность играет меньшую роль, чем идея. Сейчас идеи начали заменить личности. До сих пор не могут найти конкретного лидера в Египте. Кто должен управлять этими процессами? В Ливии. Запад вынужден сейчас управлять этим правительством, заменить правительство в Ливии, потому что нет харизматического лидера. Нет этого лидера даже в Сирии. У оппозиции нет лидера. Поэтому я думаю, что сейчас идеи начали продвигать людей, нежели конкретные люди. Это проблема. Легче работать с одним человеком, с Хаманаи или с Махатма Ганди, с Нельсоном Манделой, чем работать с огромным количеством людей, которые у них разные повестки дня и разные взгляды. Но я боюсь, что так частично разбросно ответил на ваши вопросы, на больше не способны. Маленький вопрос. В вашей партии есть контакты, какие-то связи с этими братьями-мусульманами? Да, мы сейчас начали, как не было до этого момента, сейчас мы начали контактировать с ними не только с целью изучения опыта. Есть огромный потенциал, хороший опыт в Марокко, в Тунисе и в Турции. Но также с целью ознакомить братьев-мусульман с нашей программой. Мы начали это контакт. Спасибо. Так, одну секундочку, я вас вижу. Значит, коллеги, мы работаем 2 часа 15 минут. Я уже вижу по реакции зала, что мы немножко все подустали. Поэтому еще одно выступление, больше не вопросов даже тебе. Да. Потом, Мухиддин, если хотите, вы можете сделать какое-то очень короткое заключительное слово, и потом я займу 1-2 минуты ваших, и мы перейдем к неофициальной части. Прошу. Спасибо. Я постараюсь не злоупотреблять вашим вниманием. И по существу. Первый тезис. Хакимов Шокирджон, заведующий кафедрой права и международных отношений на Таджикского международного университета. Ну, коротко. Специалист по вопросам конституционализма. Коротко. Я вот услышал вас внимательно и пришел к выводу, кое-где либо утрируем слишком, либо преувеличиваем ситуацию. Первый тезис. Я имел возможность в силу особенностей своей профессиональной деятельности встретиться с представителями различными силами и авторитетами Афганистана, в том числе племен. Кто бы ни пришел во власть в текущей ситуации, никто не собирается расширить свою идеологию за пространством нынешнего Афганистана. Это первый тезис. Потому что у них, у самих полно проблем, надо разрешить внутренние вопросы. Кроме того, по поводу арабской. Сейчас я если надо, будем распространяться, но ограничивали бюджет времени. Второй тезис. По поводу арабской весны. Наряду с многими аргументами и факторами, имеющими стратегические значения, хотя бы только наличие военно-политического присутствия России и других ряд документов, регламентирующих межгосударственные соглашения, и в том числе на уровне международных структур, региональных организаций, я имею в виду, делает невозможным экспорт или импорт, вернее, арабской революции в Таджикистане. Второе. Третье. Как и в России, так и в других многих авторитарных режимах в Таджикистане научились манипулировать общественным сознанием. И в частности, особенность текущего момента заключается в том, чтобы показать угрозу и опасность, вытекающих из политического ислама, как внутриполитический фактор. На самом деле это не так, потому что экономика не работает, с точки зрения социального люди достаточно находятся в плачевном состоянии по всем параметрам. Я не буду сравнивать с другими странами, хотя бы с государством центральноазиатских стран. И любая форма гражданского протеста, не обязательно, чтобы он вытекал из партии исламского возрождения, преподносится, исходя из политической конъюнктуры и с тем, чтобы удовлетворить потребности, в частности, российской политической элиты или военно-политической элиты, как угроза, вытекающая из политического ислама.
Это 4-й тезис. 5-й. Я сторонник чего? Вот здесь мы тоже часто с ним ездим, Изендона хорошо знаю, Наумкина нету и так далее. Вопрос в чем? Суд, как надо решить вопрос? Раз у нас есть Конституция, надо проводить референдум, ввиду того, что у нас жесткая Конституция, вещи говорить своими именами и с учетом уровня политической культуры пересмотреть соответствующие нормы, которые сегодня закреплены в Конституции. Что из себя представляет республика и идеология республиканизма, я не хотел бы здесь распространяться. У нас нет парламентаризма, политического плюрализма, субъекты информационного пространства ограничены, цензура существует, и, к великому сожалению, много международных обязательств мы берем ради, в том числе, дешевого популизма, с тем, чтобы укрепить позицию Таджикистана как полноправного субъекта международного права, но при этом экономическая ситуация не позволяет, а политическая воля для преобразований политических не хватает. А что же даже тогда референдум? Поэтому, я говорю, поэтому надо субъектами инициирования референдума в Таджикистане являются подкарманные управляемые парламент в Таджикистане и президент страны. Тогда пускай он ограничивает гражданские и политические права, связанные с волеизъявлением граждан Таджикистана. Президент не может быть избран, и вообще институт выборов, если на определенное время является дестабилизирующим фактором, законодательно ограничен. И не придуман различные механизмы для того, чтобы продлить свое политическое существование, и при этом не предлагая программы, имеющие прагматичный характер, суть которого направлена на благополучие народа. Точка. Пока достаточно. Что такое ограниченный субъект? Монархия, что ли? Нет, я предлагаю, я говорю, оформить конституционно, а потом мы изменим Дискуссия будет продолжена в неформальной обстановке. Я не готов. Извините, я очень кратко. Нет, все. Так, дамы и господа, прежде всего, спасибо вам большое, особенно за комментарии, которые я получил от вас. Это очень огромный материал для меня. И еще большое спасибо за то, что терпели меня 2,5 часа. Спасибо большое. Спасибо вам. И я позволю еще. Там дверь закройте, там кто дверь открыл, на самом деле вкусная, потом. Значит, я задержу ваше внимание буквально на 3 минуты, поскольку сам все-таки дайте возможность сам ведущему тоже сказать. Ну, во-первых, вот выступает политик, да, которому мы благодарны. Наверное, не в самый лучший момент своей жизни. Но с моей точки зрения, Мухиддин, это вот идеальный мусульманский политик. Простите меня, вот таким он должен быть. Я понимаю, что есть какой-то субъективный фактор, но вот так получилось. Я помню, лет 10 тому назад, где в Алмате, кажется, это было, все обсуждался вопрос, а вот ваша партия, это кто? Фундаменталисты, исламисты, ну там, сами знаете, самые эти дискуссии, я вот вам такой задал вопрос, и вы долго думали, потом говорите, все-таки, наверное, мы что-то вроде реформаторов. Это было лет 10 тому назад. Он сказал так, как вас правильно назвать? Фундаменталистом, радикалом, ну типа такой. Я сказал, назовите как хотите, и мы привыкли, только не говорите, что мы нормальные люди. Я обижаюсь. Нет, но было произнесено слово реформаторство. Да, потом это было. Вот, это первое. Второе, вот все то, что происходит и в Таджикистане, и в арабском мире, еще будет происходить. Вы знаете, я думаю, что выход так или иначе в какой-то коалиции, в какой, я не знаю, в светско-религиозной коалиции, если она будет возникать, это и стабильность, это и, в общем, будущие реформы, это какое-то согласие. Без ислама политика никуда не денется. Какой ислам, какие светские партии. Пока что то, что сейчас происходит по Северной Африке, по Ближнему Востоку, еще будет происходить, пока не ясно. Но во всяком случае, как вам сказать, на горизонте появилось нечто, что может сработать. А может и не сработать. Кстати говоря, я думаю, что вот эта вся публика, и братья, и салафиты, и нахды, там везде.
они будут раскалываться. Потому что, находясь у самовластия, правильно тут говорилось, что нужно заниматься экономикой, народным хозяйством. Это не получится ни у кого. Если не получится, будет задан вопрос там, от радикалов. Это значит то, что вы плохо работаете с исламом. Вот мы, большие мусульмане, мы придем, это, есть такая опасность, и уже в Египте мы ее так очень предварительно можно видеть. По поводу просвещенного авторитаризма, товарищи, особенно бывшие члены партии, где вы видели просвещенный авторитаризм? Он коснеющий. В первый момент, когда выскакивает авторитарист, особенно если он окончил там Московский энергетический институт, то все при нем. А потом, чем больше он у власти, он коснеет и дуреет заодно. Поэтому просвещенный авторитаризм это замечательно. Но это на очень короткий срок и, в общем-то, ни к чему не ведет. Вот там есть такая теория полуавторитаризма. Это там у них, где был знаком, не знаю, опыт французской демократии, там еще какой-нибудь, а шведский, а у нас не получится. Вот в чем дело. И авторитаризм у нас будет идти не вверх, а вниз. Даже если он читал книгу Пушкина «Капитанская дочка» давно, в детстве. Понимаете, какая вещь? Тут никуда не денешься. И с этой точки зрения, по тому же Таджикистану, ведь у вас будет большая проблема. Так, мне кажется. Рахмон идет на выборы. Если он не создает какого-то там тандема, там Рахмон-Рахман, ну как у нас, там Медведев, правильно? Если он идет, то он будет продолжать коснеть, и единственное, что может ему противостоять, это радикальный ислам. И вы попадете в жесточайшие ножницы. Потому что вы действительно должны сотрудничать, но вы тогда будете терять вот тех самых, которые будут говорить, вот сейчас мы его исламом забавим. Как быть? Как быть? Я думаю, что тут вот нет ответа, но вот уверяю вас, то есть, либо будет жесточайшая диктатура, потом будет ответ, ничего хорошего. Как? Вы политик, я не знаю, я просто на это дело гляжу со стороны. И два коротких замечания, ведь вот то, что ты говорил насчет сам таджиков, Афганистана и таджиков. Ты знаешь, какая вещь? Ты прав. Но глобальная тенденция говорит обратное, что в итоге разделенные этносы каким-то образом находят общий язык и сближаются. По Афганистану ты прав, вот по данной конкретной ситуации. Но общая тенденция на всех посмотри. Кроме Германии, ну где еще? Ну посмотри внимательно, я же не говорю, что сейчас вот, все объединятся. Ну вот идут там этносы. И очень интересная мысль по поводу того, что не будет харизматиков. Я бы хотел, чтобы их не было. Но у меня такое ощущение, что они были, есть и будут. Особенно в полутрадиционном обществе, что ваше, что российское. Ну народ хочет, что же делать. Всем большое спасибо. По-моему, было интересно. Иначе это назваться просто нельзя. И что касается ничего, конечно, нет, это учить. Только христианским, но цветом. Знаем, что христианство, оно очень хорошее. В данном случае речь идет о вандализме, о верующих.